Hold on, repeat once more. Когда мы говорим война, все, там в основном, к сожалению, интеллигенция галгаевская всегда акцентирует, ну даже хвастает тем, что в царское время царских генералов было больше галга, у Нохчи не было. У Нохчи все, если ни одного не было, даже ничего удивительного не было, потому что противостояние было. А Хайнху Хадица, вот тут я тебя запишу сейчас. Ну, когда мне такой вопрос задают, я всегда говорю, а кем числить тех чеченцев, которые разгромили фельдмаршала Воронцова, который единственный из всех генералов мира имел звание победителя Наполеона? Или кем мне числить тех чеченских полководцев, которые разгромили генерала от инфантерии, инфантерии и генерал-адъютанта Павла Грабы, одного из выдающихся генералов России, которому после ужаснейшего поражения в Ичкерийском сражении пришлось уйти в отставку. Ну тогда теперь поговорим о генералах российской армии. Из известных генералов, один не доказан, трое доказанных генералов чеченцев в царское время было трое. Это всем очень известный генерал Александр Чеченский, ближайший друг Дениса Давыдова. Позже генерала получил Артур Чермоев, отец знаменитого нефтепромышленного Топы Абдулмеджидова, обиходит Топа Межидова. И по странному совпадению зять Топы, женат на его сестре, Элисхан Алиев. Если Александр Чеченский и Артур Чермоев достигли звания генерал-майора, то Элисхан Алиев, уроженец старого Таги, как наши знаменитые земляки Эсенбаев и Магомаев Муслим, дослужился до звания полный генерал. Полный генерал было вторым по рангу воинским званием царской России после фельдмаршала, но с 1812 года, после смерти фельдмаршала Милюкова, звание фельдмаршала России больше никому присвоено не было. К началу Первой мировой войны полный генерал в двух родах войск, артиллерии и инфантерии, Элисхан Алиев, был единственным кавказцем полным генералом в России. И сама во время войны Николай назвал его: «Ты мой лучший маршал артиллерии» однажды. Командовал 4-м корпусом, первым во всей русской армии. Она, чтобы знать, что это было в Первую мировую войну, было призвано более 15 миллионов человек. Он первым получил орден Белого Орла. Этот орден был присвоен за всю Первую мировую войну не более 60 раз. Александр Алиев получил орден Святого Георгия третьей степени. Этот орден за Первую мировую войну получило не более 70-72 человек, при том, что многие из них были церемониальные, которые награждали представителей других стран и тому подобное. Александр Алиев получил Первую мировую войну орден Александра Невского. Орден Александра Невского был высшей воинской наградой России, хотя более почетным считался Святой Георгий, тем не менее по рангу орден Александра Невского был выше. Их было около 200. Если брать соотношение этих наград с Великой Отечественной войной, мы можем сказать, что Александр Алиев был генерал армии, дважды Герой Советского Союза, как минимум, учитывая уровень его наград. Ну, далее Александр Алиев после революции вернулся на Кавказ, был правителем Чечни, понял, что ни коммунисты, ни большевики, ни белые ничего хорошего не приносят, ушел в отставку, но тем не менее пришедшие к власти большевики расстреляли его двух сыновей, тоже офицеров русской армии. Наш знаменитый, великий, советский певец Муслим
Магомедович Магомаев, а прабабушкой Муслима была родная сестра Илишана Алиева. Вот такие-то дела. Он же был генералом от инфантерии и артиллерии. Артиллерии и инфантерии. Он сперва был артиллерии, он был профессионал по артиллерии, а потом был инфантерии. Это одинаковое звание, но ранг выше ее. Вот такие дела. Двух ипостасях, короче, Да. воинских званий. Да. Ясно. Так что Сравнимых с этими, так что с этими наградами практически не было ни одного генерала русской армии в Первую мировую войну, что получал эти высшие ордена России. Как я говорил, эти ордена, которые получали по 70-8 человек. так, сегодня 8 декабря 2025 год. Осман Салгириев Аймагар Мокшмяршаву живет в Нальчике, наш близкий брат, родственник. Он заслуженный строитель, казалось бы, далекий от истории человек, но вот эти вещи хорошо знает, и самое главное, да, Ишмаэль, отменная память, все это помнит. Мы многое что-то читаем или читали, но даже 10% этого не умеем запомнить. Осман настоящий патриот и хороший знаток истории своего народа.